Очередное открытое совещание главы администрации города при участии руководителей структурных подразделений стартовало с приятной новости, озвученной в канун празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам. В Сибае однозначно завершат строительство медресе. Оно будет единственным в своем роде во всем Башкирском Зауралье. Напомню, что решение о строительстве медресе было принято на выездном пленуме Духовного управления мусульман Республики Башкортостан еще в 2010 году. Как пояснил Рустем Авзалов, смета по завершению строительства уже сформирована и определен вектор движения, куда нужно будет направить основные силы. Медресе будет предоставлять среднее профессиональное образование после 11 классов. То есть по завершению 11 классов можно будет туда поступить. Будет 40 очных и 40 заочных учебных мест. Предполагается 2 курса, по 20 человек в каждом курсе. Погорельцам с поселка Аркаим будет выделена финансовая помощь на сумму 80 тысяч рублей. Администрация города также поддержит пострадавших. А для потерпевших с Горького 56, где в начале августа произошел сильный пожар с погибшим, ожидается финансовая поддержка от 20 до 30 тысяч рублей из регионального бюджета и от 10 до 20 тысяч из местного. Также на совещании Рустем Авзалов обратил внимание на аутсорсинг в сфере обслуживания образовательных учреждений. По предварительным данным, будет создано структурное учреждение по осуществлению услуг в сфере питания и обслуживания детских садов и школ города на 20 рабочих мест. В эти дни полным ходом идет подготовка ко Дню города. Отчет о проделанной работе представили заместители главы администрации. Основные торжества состоятся на Центральной площади. Ожидается выступление приглашенных исполнителей, акция для молодоженов 2018 года и праздничный фейерверк. Программа мероприятий уже доступна на сайте администрации. У каждой пары молодоженов будет иметь такая возможность вытянуть и выиграть для себя свадебное путешествие. Свадебное путешествие будет организовано у нас по Республике Башкортостан. Это Павловка, Фок Звездный. Это 3-дневный тур плюс с проездом туда и обратно. В своем докладе Гузель Шимгулова рассказала и о вакантных местах в учебных заведениях города. В 6, 8, 10 и 11 школах есть еще места для учащихся, включая обычные классы и классы с углубленным изучением башкирского языка. По итогам мероприятий по приему в школы на учебный год 2018-2019 в первый класс отправится 1052 ученика, что больше на 74 ребенка по сравнению с прошлым годом. Подойти или к директору школы написать заявление, или в отдел образования. Дополнительные места у нас есть и в русских классах, и в башкирских классах. Мы готовы принять осмотр. Официальные торги по основному асфальтированию городских дорог еще не прошли, но ямочный ремонт ведется. Составлен реестр объектов, на которых в первую очередь частично заменит асфальтовое покрытие. В их числе участки улиц Баймакская, Лермонтова, сельхозтехники, Дмитрова, Кирова, Кленовая, Горная, Крупская и другие. Касаемо автомобильных дорог, начало действовать еще одно изменение. Светофор по улице Чайковского около детского сада «Белоснежка» перешел на новый режим работы. Светофор в районе детского сада «Белоснежка» мы, внесли изменения в электронику. Теперь работает в новом режиме. С 7 до 9 он работает в обычном режиме уже сейчас. И вечернее время с 4 до 6. Поэтому, прошу, как информация, прошу обратить внимание, что изменение режима светофора, и у нас ГИБДД, в принципе, ежедневно там дежурит с утра, поэтому считаю, что данный дежурство уже пора снимать и уже ставить на более такие нужные места.
Благоустройство города, а также безопасность пешеходов всех возрастов не раз обсуждались в ходе совещания. Так, на территории детского сада «Курай» решено закрыть парковочную зону и перенести главный вход на сторону лицея имени Рамазана Умидбаева, чтобы обеспечить безопасное перемещение граждан. В планах обустроить новую парковку и тротуар для беспрепятственного движения автомобилей и пешеходов. В своем обращении первый заместитель главы Ильфат Сафин рассказал о ходе работ на городских объектах. По адресу Белова 6 завершены работы по обустройству парковочной зоны в рамках программы «Башкирские дворики». Закончены работы и по адресу Ленина 17. Заключен контракт на обустройство спортивной площадки и асфальтирование парковки в квартале Чайковского 14 и 14/1. Информацию о грядущих мероприятиях ко Дню государственного флага Российской Федерации, о контроле поголовья безнадзорных животных и о финансовых движениях в бюджете муниципалитета можно узнать из записи оперативного совещания, доступной на официальном сайте администрации или по ссылке в социальной сети ВКонтакте в группе администрации городского округа город Сибай. Екатерина Марочкина, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В конференц-зале Сибайского колледжа строительства и сервиса состоялось собрание членов Башкирской ассоциации предприятий тепловодоснабжения, собравшие за одним столом более 16 руководителей профильных организаций республики. Список актуальных вопросов, вынесенных на обсуждение ассоциации, составил внушительную повестку, характеризующую комплекс существующих проблем в данной отрасли. У нас будут текущие вопросы повестки ассоциации. Это все-таки на сегодняшний день теплоснабжающие и водоснабжающие предприятия находятся в достаточно затруднительном положении финансовом. Это происходит из-за перекосов в тарифном регулировании. И поэтому сегодня наши предприятия, как это сказать, есть такое слово между собой, мы общаемся на нашем жаргоне профессиональном, говорим, что у нас выпадающие доходы. Мы не являемся прибыльными предприятиями. И вот этих выпадающих доходов, вот этих финансовых средств у нас сегодня не хватает для того, чтобы закрыть первоочередные нужды по производству, очистке, поставке холодной воды, тепла и так далее. Вот этот вопрос мы сегодня будем обсуждать, и у нас есть намерение обратиться с этим вопросом к нашему правительству со своими вопросами, со своими предложениями. Вот. Ну и еще кое-какие текущие вопросы, связанные с обменом информацией между членами ассоциации, оказанием информационных услуг, как это лучше и качественнее сегодня решать, для того, чтобы все-таки наше профессиональное такое содружество, оно приносило больше пользы, помогало улучшить качество в работе, ну и, соответственно, качество обслуживания населения. Между тем, как было отмечено в ходе собрания, опыт Сибайского водоканала, являющегося инициатором прошедшей встречи, сегодня предлагает несколько инновационных решений, позволяющих пусть и не целиком вывести предприятие тепловодоснабжения из кризисного состояния, но значительно упрочить техническую базу предприятия и, как следствие, позитивно повлиять на финансовое состояние отрасли. Среди представленных инноваций беспроводная передача данных с приборов учета в онлайн-режиме, в перспективе применимая ко всем ресурсоснабжающим организациям города. Вот сегодня в городе Сибай, в водоканале, внедряются передовые технологии. Передовые технологии по сбору информации с приборов учета, передовые технологии по очистке сточных вод. Сегодня, кое-какие методы, связанные с обслуживанием собственного производства. И сегодня вот по приглашению Тахира Талибовича, директора водоканала, у нас пригласил, чтобы показать то, что внедряется в Сибае как передовые технологии. Вот сегодня мы смотрим на реакцию руководителей предприятия. Для них это, конечно, очень интересно. Они, с большим интересом эту информацию восприняли. И я так понимаю, уже многие заинтересовались, каким образом это начать внедрять у себя. Это очень интересные технологии. Она не связана ни с сотовыми операторами, ни с чем, достаточно свободна и для нас, с точки зрения финансовых затрат, да, и очень эффективно. И то, что сегодня здесь, в городе Сибай, по этому вопросу делается, я думаю, будет распространяться потихоньку, несмотря ни на что, по всей республике, потому что это сегодня востребовано. Ринат Музафаров, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.
Согласно многовековой традиции народов, исповедующих ислам, 10 числа 12 месяца мусульманского лунного календаря празднуется религиозный праздник Курбан-Байрам. Это светлый праздник в каждой мусульманской семье. В Башкортостане, как и в нескольких республиках страны, Курбан-Байрам – официально выходной день. Курбаном именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животное в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу. В преддверии священной даты в администрации города прошло оперативное совещание под председательством заместителя главы по социальным вопросам Гузель Ишемгуловой. Участие в нем приняли представители духовенства, предприниматели города, сотрудники ветеринарной службы и полиции. На повестке дня организация на территории городского округа мероприятий, приуроченных к празднованию Курбан-Байрам. Среди основных вопросов, поднятых на совещании, важный аспект религиозно-массовых процессий, связанных с праздничной молитвой, продажей и забоем жертвенных животных, безопасностью верующих. В преддверии праздника все мечети были осмотрены сотрудниками полиции и кинологами для исключения угрозы жизни и здоровью посетителей. Было отмечено, что на протяжении всего дня по нескольким точкам будет вестись дежурство правоохранительными органами. Определено убойное место. Это площадка на территории бывшего мясокомбината, а ныне ОАО «Башкирский продукт». Там желающие, соблюдая все традиции, смогут принести животное в жертву. По правилам, ей должно быть не менее полугода, она должна быть здорова и не иметь каких-либо недостатков. Услуга платная. Для контроля и проверки документации на соответствие всем требованиям в местах продажи животных и их забоя будут дежурить бригады ветеринарной службы. При перевозке животных все животные должны оформляться в ветеринарно-сопроводные документы. Ну вот овцы или хоть другие виды животных. Поэтому здесь в первую очередь при, например, продаже или покупке этих жертвенных животных должны быть сопровождаться ветеринарно-сопроводными документами. Но здесь, как мы обсудили, сейчас в Сибае будет организовано одно место около главной мечети нашего города. И в этом месте будет организовано дежурство инспектора ветеринарного и дежурство других служб, включая и полицию. И будет, естественно, проверяться документы, которые хотят реализовать этот скот. В центральной мечети Таква в 10 утра пройдет торжественная молитва, но перед ней к верующим обратится с поздравительной речью глава администрации Рустем Авзалов. В других мечетях в поселках Золото, Горный, Южный, Аркаим и в селе Туяляс также пройдут праздничные молитвы. Екатерина Марочкина, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Предельная четкость изображений и внушительная диагональ, раздвигающая рамки обыденности, хромированное изящество в изгибах линий и глянцевые корпуса, скрывающие под собой современную электронную начинку. Сегодня ассортимент магазинов ДНС поражает разнообразием представленных вариантов. Будучи одним из лидеров рынка по продаже цифровой и бытовой техники в России, за 20 лет своего существования компания помогла отечественному потребителю по-настоящему переосмыслить свое отношение к современной технике. Идеология нашей компании – стать первым проводником от производителя к покупателю. То есть нацелено на это, улучшаем с каждым годом наш сервис, улучшается самая наикратчайшая у нас быстрая доставка по всему городу. Мы можем товар доставить в течение 2 суток. Очень большой выбор у нас, более 100 тысяч наименований товаров в интернете. Можем самостоятельно заказать, либо можете заказать в магазине, либо можете заказать именно на сайте самостоятельно дома, привезти, забрать здесь. Сегодня сеть ДНС насчитывает более 1500 магазинов в 200 городах России. Торговая точка в Сибае, располагающаяся в ТЦ «Адель», это также лучшие образцы цифровой и бытовой техники, помещенные в современный и удобный торговый зал. Грамотные и дружелюбные продавцы и консультанты сориентируют вас в широком ассортименте магазина и помогут выбрать нужный товар высочайшего качества, даже если вы сами еще не знаете, какой марки и каким характеристикам продукции отдать свое предпочтение. Нашим клиентам можем предложить огромный выбор по ноутбукам в преддверии учебного года. Можем представить такие модельки от минимальной суммы 17 тысяч рублей. Хороший школьный вариант. То есть огромная память 500 гигабайт, предустановленная операционная система Windows 10 лицензионная, естественно. И до самых, так сказать, изысканных покупателей
можем предложить фирму Asus, которая у нас сейчас идет по мульти-акции. Можно оформить как в рассрочку на 12 месяцев без переплаты, либо получить бонусы в размере 10%. Также на фирму Apple у нас для любителей яблочной техники действует рассрочка 12 месяцев. И при покупке системы блоков фирмы HP можно получить скидку в размере 70% на печатную технику, струйную той же самой фирмы, и 30% на лазерную технику, также печатающую. Скидки и акции на повсеместной основе. Так бонусными баллами можно покрыть стоимость товара целиком. А начиная с 2015 года приобрести товар на таких заманчивых условиях стало возможным и в сегменте бытовой техники. Важная особенность – весь ассортимент на расстоянии одного интернет-клика. Для покупателей, которые хотят сделать покупки дома, действует замечательный сайт dnsshop.ru. Здесь можно выбрать любой товар и купить его буквально в пару кликов. Закидываем в корзину, с корзины можно выбрать количество товара, можно выбрать магазин, где его забрать и оформить заказ. Оплатить также онлайн и получить смс-уведомление о прибытии товара в магазин, если его нет в наличии. Ежегодно ассортимент и география торговой сети продолжает расширяться, что, впрочем, не отменяет основополагающего принципа компании – это удобство сервиса и высочайшее качество продукта. Ринат Музафаров, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.